уехал. Я тогда сейчас скинул доклад, он меня спрашивал. Я ему сказал после обеда, но вот уже готов. Лучше сейчас тогда. Ага, давай. Ну, в настоящее время в Нацбанке я работаю заместителем председателя Национального банка, одним из 4 замов, и отвечаю за так называемый макроэкономический блок, то есть чем мы занимаемся? Прогнозированием макроэкономическим, реализацией денежной кредитной политики. Да, действительно, я родился в простой алматинской семье. Родители, папа и мама у меня врачи, бабушка и дедушка были учителями. Как бы предполагалось, наверное, что я буду врачом. Вот, то есть, дома все врачи. Вот, перед лицом такой всегда каждый день яркий пример. Вот, и я в какое-то время действительно подумал, потому что может стать врачом, может нет. Это вот во мне чувство. Я чувствовал, что все ожидали от меня, что я буду врачом. Может быть, немножко не оправдал в этом плане ожиданий своей бабушки. Начало и середина 90-х годов. Это было такое достаточно сложное время, начало рыночной экономики, сразу напоследок за развалом большой страны. Вот. И это было время, с другой стороны, действительно, когда начали внедряться принципы рыночной экономики, когда в стране не хватало экономистов. Вот, это была очень популярная в то время специальность. Видел, как рушились в стране производственные связи, потом проводились большие реформы. Вот, и будучи старшеклассником, все это живо дискутировалось, обсуждалось. И вот я решил пойти на финансово-экономический факультет. В этом плане немножко изменил то, что со всех сторон от меня ожидали, что я, наверное, продолжу медицинскую династию, и пошел учиться на экономиста. Когда я поступил в Назарбаев университет, в то время я работал директором департамента в Национальном банке. Вот, то есть вообще Нацбанк — это мое первое место работы. Я сюда пришел после студенческой скамьи, работал почти 10 лет, потом какое-то время ушел на рынок, работал в коммерческом банке, затем через какое-то время вновь вернулся в Национальный банк. И начинал простым специалистом свою работу в департаменте бухгалтерского учета. Через какое-то время перешел на работу в управление валютного регулирования и контроля. Там через какое-то время стал начальником отдела. И вот так, ступенька за ступенькой, в разных департаментах работая, меня заметили, направили на работу в уже акционерное общество, в котором акционером Нацбанк являлся. Национальная инвестиционная корпорация, затем фонд гарантирования депозитов. В это время я как раз учился в Назарбаев университете, будучи директором департамента. Затем стал председателем правления акционерного общества, потом в фонде, председателем фонда. И вот сейчас заместитель председателя. Коренной алматинец, да, я родился здесь, что интересно, недалеко от Нацбанка. И жил когда-то не так далеко отсюда. Поэтому в детстве гулял где-то вот здесь, вот, в этом районе. Я помню, мне как-то в Нацбанке спросили, кем ты хочешь стать? Сказал, председателем. Вот. И это время молодой зеленый специалист проходил собеседование у заместителя председателя. И мне сказали, ты же понимаешь, что это долгий, длинный путь, нужно много чего сделать. Со мной Абдуллина Нелли Крумбековна беседовала. Вот, и сказал, ну да, наверное. Вот сейчас Байбек пишет на посты. Да, я помню. Угу. Все, ага. Окей. Ага. Спасибо. Да, университет это, на мой взгляд, очень
действительно классный проект. Он необычный где-то. Вот, ну, то, как он вообще создан, да, там вот какая концепция, то, что в партнерстве с ведущими мировыми вузами вот, выбирается по каждому направлению. Есть партнер, который помог поставить учебную программу, процесс, дал своих преподавателей. Вот, и по большому счету получается, что обучаешься по программе с участием профессоров ведущих университетов мира. Да, это вот такой очень значимый проект. Модно говорить о том, что важно развитие человеческого капитала. Да, и действительно, наверное, эпоха, век нефти, он потихоньку проходит. Мы это сейчас видим. А именно вот человеческий капитал, да, там его качество становятся все более и более определяющими. И вот в этом плане университет — это, наверное, краеугольный камень вот этого. Это огромное наследие для страны. Очень важно, чтобы этот проект продолжался. Джо Кенов? Да, я знаю его. Ага. Понял. Наверное, может быть, имеет смысл и нужно поучиться где-нибудь в какой-нибудь зарубежной бизнес-школе, получить такое образование, которое бы помогло мне уже в дальнейшей работе и получить какие-то навыки именно вот такие вот. И когда появился такой шанс, что можно здесь, в Казахстане, пройти обучение в бизнес-школе, и это будет реально программа очень такого ведущего университета, ведущей бизнес-школы. Я подумал, что такой шанс, наверное, дается один раз в жизни, и надо им воспользоваться.